башкирский язык, высказывание президента, который говорит, что не нужно навязывать никому изучение, потом высказывание министра образования, которое говорит, что это никому не повредит изучение родных языков. Как, в общем, быть в этой ситуации, какой она вам видится, и видите ли вы, что уже власти приняли какое-то решение, и как вы оцениваете это решение? Ну, даже могу так сказать, что сама тема языка, башкирского языка или там родного языка, государственного языка, она не нова. Она появилась не в этот год, и даже не 5 лет и не 10. Эта тема была всегда. Вот даже мой учитель, который меня в свое время учил в школе, я был школьником, он учился в пединституте, тогда университета не было, у них преподавали башкирский язык, как язык республики, который... Тогда это никого не вызывало каких проблем. По большому счету, это чувство меры здесь должно быть. А почему, как вы думаете, вот раньше учили все, и как-то даже никто не возмущался, а сейчас вдруг появились те, кто говорят, что, в общем-то, не здесь надо ситуация нам такая. этого. В школах обычно этого не было. Были школы с изучением башкирского языка, были школы с изучением других языков. Там не было вот этого достаточно серьезной проблемы, которая ложится на плечи детей, ну, естественно, и родителей, которые за них переживают. Когда общий объем часов, вот, который выделяется на изучение всех предметов, он достаточно ограничен. И есть четкие стандарты, что нужно изучать русский язык как государственный язык страны. Нужно изучать литературу. И ни в коем случае, вот родители почему возмутились? Когда вдруг еще дополнительный предмет за счет чего-то, за счет, допустим, или математики, или физики, или иностранного языка, или даже русского языка литературы, вот когда за счет, вот это неправильно. Ну, мне кажется, у нас русского достаточно много. Почему вы его немножечко не урезать? Ну, это вот вы так считаете. Много же кто считает, что это надо урезать, да. Но когда вот сегодня, когда мы говорим, что требований к языку все больше и больше, потому что русский язык, наверное, тоже в опасности. Он в опасности в результате наступления интернет-сленга, вступления различных англицизмов, в результате обыкновенной безграмотности письменной, когда письменный язык из интернета, из этих месседжей, Фейсбука, когда, в принципе, никто тебя не проверяет, не обязательно поставил ты запятую, правильная пунктуация, пропустил ты слово, правильный мягкий знак. Все, как будто там само собой. Ушло там не то, не правильно. Вот это огромная опасность. В моем восприятии вот то, что вы сейчас описываете, это такой естественный процесс, язык. Это же не нечто такое костное, что вдруг вы все должны выучить так, как оно есть, и это не меняется с течением времени. Меняется эпоха, меняются люди, и, соответственно, меняется и язык. И я вот не вижу в этом ничего такого страшного. Вы считаете, что нужны какие-то меры здесь, по сохранению? В чем дело? Здесь не то, что меры. Конечно, специалисты знают, что язык – это живая ткань. Вот, более того, вот я языковые процессы сравниваю с естественно-природными. Как-то на одной из конференций в МГУ, в Московском университете, выходит на кафедру профессор, уважаемый, и начинает, кстати, тоже дискуссия о языках. В то время было. Это было лет, сейчас скажу, 30 с лишним назад. Вот выходит и начинает говорить на языке. Потом обращается к аудитории. Вот на каком языке я сейчас говорил, спрашивает он. Так. Все так, ну, вроде бы или на русском, или на белорусском. Он говорит, вот я говорил на языке своей деревни, где я родился, где я вырос. А моя деревня находилась как раз на границе России, Украины, Белоруссии. Поэтому там все было. И вот я поэтому, когда вот язык, как бывает, степь, лесостепь, лес, и вот язык также. Он не бывает, что вот граница между Россией и Казахстаном, и вот там казахский язык, а здесь учить нет. Вот на этой границе, там, кстати, башкирские как раз территории, и вот в башкирском языке достаточно много влияний от казахского языка. Взять башкирский язык, который, так сказать, на севере, там достаточно больше влияния, там, допустим, того же татарского языка и даже или удмуртского. Ну, а вы считаете, что нужно какие-то на государственном уровне меры принимать, чтобы язык сохранять, вот нормы языка? Я считаю, что нужно, потому что язык – это не просто ведь как нечто что-то. Это то, что делает человека, ну, носителем определенной культуры. По языку идентифицирует человека.
И я вот могу себе представить, если вот так вот свободно и так далее, государство даже в нашей республике в свое время, когда образовалась Башкирская ССР, и было необходимо принять стандарт, а их не было, стандартов башкирского письменного языка, долго думали, дискуссия была, вот Шагит Худайбердин по этому поводу дискутировал и так далее. У него там достаточно интересно, вот если сейчас вот прочитать эти вещи, почему в качестве стандарта взяли чистый язык горных бурзян, потому что там не было влияний вот этих пограничных, так сказать, ни с юга, ни с севера, ни с запада, ни с востока. Ну а в случае с башкирским языком сегодня что можно сделать для его сохранения? Ну, во-первых, я считаю, что ему ничего не угрожает, потому что пока есть люди, башкиры, это достаточно большой народ, больше миллиона, так сказать, даже 1,5 миллиона, если взять сейчас всю Россию, вот, по переписям, это много, и когда люди говорят на своем языке, дома, например, в семье, это всегда дает возможность, так сказать, сохранить язык. Если сейчас школы начнут исполнять требования прокуратуры и перестанут навязывать изучение, ну так это называют родители, навязывать изучение башкирского языка как государственного языка или как родного языка, значит ли это, что язык будет под большей угрозой? Ну, точнее, вы говорите, что нет угрозы, будет ли он под угрозой в таком случае? Ну, здесь я вот считаю, что в данном случае это политизация. Ага. Политизация со стороны, потому что надо жить любым политическим силам надо за что-то ухватиться. Вот здесь я считаю, что допускать ошибок в этом деле нельзя. То есть эти грабли, на которые же неоднократно наступали. Ни в коем случае нельзя администрирование, излишнее рвение административное проявлять, которое, к сожалению, проявлялось, вот насаждали, требовали, заставляли. В результате потом спрашиваешь этих людей, которые закончили, получили аттестат зрелости, у них есть, а он же ничего не знает. Кто его учил? Кто вообще когда-то проверял потраченные государственные деньги на преподавание, обучение? Кто проверял на остаточные знания? Вы говорите о политизации этой темы, а кому эта политизация Ну, это нужно, выгодна? конечно, противникам. Это противникам нужно, кого? Ну, допустим, власти существующей, неважно какой, хоть российской, хоть республиканской. Эта тема такая, она не только... Ведь эта тема не башкирская целиком. Она и в Татарстане, она и в Дагестане, она и в целом ряде других регионов. Язык – это серьезная проблема. Коль есть, кстати, вы говорите, прокуратура. Прокуратура должна зачитать конституционные нормы. В Конституции Республики Башкортостан тоже записано, что башкирский язык является государственным языком наряду с русским языком Республики Башкортостан. То же самое обращение в прокуратуру обязано защищать. Другое дело, что как это, в какой мере. Если, вот все время говорили, что если есть некий, вот в школе есть желающие, есть родители, обязаны изучать, обязаны. Особенно начальная школа. Вот у меня был очень уважаемый, сейчас, дай бог ему здоровья, человек, который уже в возрасте, но он вырос в башкирской деревне. Он говорит, я приехал в Уфу после окончания 4 класса. По-русски я не говорил, говорит, ни слова. Но потом он стал доктором наук, профессором, известным человеком. Ну, естественно, и доктор защищал на русском языке, по химии. Все в балансе. Ни в коем случае вот это очень тонкая, очень такая чувствительная, потому что она всех касается, она доходит давить на каждой семье. Когда вот крох приходит, вот нас там что-то и так далее, и так далее. А как там это самое? Вот вы говорите, противники власти, возможно, эту тему специально политизируют, а вот если посмотреть со стороны власти, вот поставить себя сейчас на их место, получается, что они оказались в сложной ситуации. У них, с одной стороны, вот эти люди, которых, на мой взгляд, немало, ну, это по моим ощущениям, которые эту тему политизируют, которые собираются выйти на митинг, например, вот 16 сентября, а с другой стороны родители, с третьей стороны учителя башкирского языка, которые вдруг окажутся без работы, если сейчас сокращать часы. Как лучше в этой ситуации поступить, и если вы уже видите какое-то решение власти, как вы его оцениваете? Ну, решение, во-первых, никогда не надо торопиться. И вот сразу делать это самое, рапортовать о том, что мы вот все достигли, добились, выполнили. Вот надо реально знать ситуацию вещей, взять настроение. Но если в городе Уфе, в целом ряде школ, особенно в гимназии, где они перенасыщенные, то есть они уже 2 иностранных языка изучают, там углубленное изучение каких-то дисциплин, там, пожалуйста, сделаем, кто желает, вот тебе еще и, так сказать, башкирский, татарский, любой другой родной язык, который это, пожалуйста.
Даже если будет один человек, даже для одного надо сделать. Но это в качестве уже дополнительного образования, так называемого, на них тоже выделяются часы, для них тоже есть соответствующее время и возможности. И все. Другое дело, что эта вещь, ее нельзя опускать на, так сказать, они должны быть бесплатными. Если ты хочешь дополнительно китайский, то будь добр, плати, например, или какой-нибудь Папуа-Новая Гвинея язык. Вот, ну, башкирский, допустим, или татарский в Татарии, то если ты хочешь, а школа русская, там все родители доминируют, и поставили вопрос такой, ну, значит, тебе должны быть созданы условия. Я напомню номер для СМС-сообщений нашим радиослушателям. +7 927 304 1051. Вы слушаете программу «Персонально ваш». Сегодня у нас в гостях Сергей Лаврентьев, экс-ректор Башкирской академии государственной службы и управления при президенте РБ, кандидат исторических наук. Я тему образования хочу с вами продолжить. Может быть, вы видели в новостях информацию о том, что в школах Краснодара сейчас вводятся такие, в общем, информационные пятиминутки. Школьники вместе с учителями будут обсуждать новости. С 1 по 11 класс эти пятиминутки будут обязательными. Домашнее задание — посмотреть новости и потом обсудить. Там даже есть ряд критериев, так сказать, по которым эти новости надо отбирать. Ну, то есть это там и региональные новости, и новости, касающиеся страны в целом. Нормально ли это, на ваш взгляд? Стоит ли это практиковать в других школах России? Ну, вот я думаю, какая задача-то у них? Я понимаю, что они хотят тем самым сформировать такого, гражданина. Наверное, человек, который актуальный. Во-первых, новости очень много. Если взять характер сегодняшних новостей, там столько... Вот сделать некую такую анатомию, например, всего информационного потока, который в течение дня, посмотреть, вот там 40% это негатив. Мы хотим через негатив сформировать, что хотим? Чтобы он реально жизнь знал, он так ее знает. Потом все эти политинформации, они уже были в свое время, когда мы, допустим, поручалось там Пете, да, там, или Кате, или Айгуль, там, или Гузель, что ты вот завтра проводишь политинформацию. Ну и что? Он, в принципе, конечно, сам по собственному пути там будет что-то и будет рассказывать, как о величии и значении Владимира Владимировича Путина, потому что в новостях он у нас, конечно, естественно, доминирует и так далее. Но это, мне кажется, то, что вред самому Путину в конечном итоге. Почему? Ну, потому что вот смотрели сюжет, когда он приехал в Ярославль, посещает детскую хоккейную школу Ярославского «Локомотива». И мальчик такой, запыхавшийся с клюшкой на льду, начинает говорить: вот, вы, Владимир Владимирович, вы любите хоккей, вы такой, вы хороший, тип и так далее. Путин сам смутился, он прекратил его вот это жизнерадостное ликование по этому поводу и сказал: ну ладно, давайте. И все это. Ну вот здесь чувство меры. Я понимаю, что когда есть уже профессионализация, да, человек где-то уже, может, после 7-го, 8-го класса, в 9 классе, он начинает уже думать примерно, какая ему стезя будет, или естественная, или гуманитарная, или он пойдет по социально-политическим наукам, типа или история, обществознание, там, экономика. И здесь для того, чтобы они реально была мотивация, знание реально, вот там можно делать какие-то не просто по учебнику там что-то, а что вот сегодня происходит, какие сегодня события, насколько эти события связаны с теми историческими событиями, которые мы изучали в курсе обществознания, допустим, или истории. Я вот это понимаю. Актуализация, стремление, чтобы они реально ощущали, вот изучали даже литературу. Вроде бы классическую русскую литературу или там современную российскую литературу, ее без контекста, без, так сказать, того, где происходит, ее вообще трудно изучать, потому что будет непонятно. Вот здесь да, но когда с первого, это, мне кажется, уже... Вот я лично считаю, как человек, который все-таки к образованию имеет отношение, это перебор. А вообще нужно ли заниматься воспитанием гражданина в школе? А где им заниматься? Не знаю, в университете, может быть. Это же поздно. Так. Любая система образования, взять, допустим, российскую, мы все время себя все ругаем, хотя она одна из, я считаю, лучших. С патриотизмом у нас, конечно, не очень хорошо. Но в каком смысле не в каком очень плане? Хорошо? Вот, допустим, взять Соединенные Штаты. Там в каждой школе поднимают флаг Соединенных Штатов. Там в каждой школе исполняется гимн Соединенных Штатов.
Ну, у нас учат слова гимна, Ну, рассказывают правильно, это про нормально. герб, И я там, думаю, что это флаг. совершенно нормально, Ну. когда вдруг исполняется гимн страны, так сказать, душа поет, а ты не знаешь. Вот а рядом стоит какой-нибудь папуас, и он, так сказать, с большим чувством исполняет свой папуасский гимн. Так. Я думаю, что воспитание гражданина, честно говоря, начинается еще до школы. Ну, вопрос в том, готова ли сегодня современная российская школа учить, да, быть гражданином и делать это так, чтобы не навредить, чтобы не вот навязать этот вопрос как что-то. раз качества, потому что там же все вместе. Там вообще трудно, так сказать... А вам кажется, какой... сегодня вообще в России вот слово патриотизм, оно для всех одно и то же значит? Ну, Мне нет, кажется, что мне нет. кажется, сейчас мы нормально приходим к адекватному восприятию слова патриот и патриотизм, а не то, что когда человек рвал себе, так сказать, рубаху и защищал то, что, в общем-то, защищать не нужно. Это не в этом дело. Ну, сегодня Главный говорят, патриотизм... если ты либерал, то ты не патриот. Нет, ну это неправильно. Ну, говорят же так. Ну, неправильно же это. Ну, допустим, что, Пушкин был консерватор, что ли? Он же был, в принципе... точно нет. Да, но он же патриот. Это все понятно, но там заслуги определенные. Мы Ну и Пушкину всё, готовы и здесь, простить, что здесь он не тоже консерватор. надо. Не надо, так сказать, вообще относиться к людям... Вы говорите о том, как надо, и я с вами согласна, но я считаю, что в обществе есть все-таки разделение. Одни считают, что патриотизм – это любить Путина, безусловно, и ругать Америку, например. Другие считают, что патриотизм – это через критику делать свою страну лучше. И как здесь баланс соблюсти? Ну, там даже не через критику, через работу. Вот каждый, так сказать, как одно выражение, говорит, вот делай, что должно, а там неважно, что будет, что должно. Угу. И вот каждый должен делать, что должно. Чему он призван, чему он научен, как он это понимает, делать. И вот тогда все постепенно, так сказать, встанет на свои места. Насчет любви, Россия очень сложная страна. Потому что здесь есть те, кто любил ее, как Герцен, например, из Лондона. Есть и такие. И в Лондоне сейчас полно россиян, которые продолжают ее любить. Чичваркин, например, который ну, Чичваркин признается очень сильно, я думаю, что любит. Он просто любит деньги, которые он, так сказать, заработал, так сказать, на неразумных россиянах. Это тоже есть. Вот. Можно любить Россию, так сказать, болтыхаясь в волнах какого-нибудь океана на очень дорогой яхте, это тоже, да. А можно просто работать. Вот, воспитывать, хотя все очень трудно. Вот сейчас я посмотрел, все-таки дифференциация в обществе между, так сказать, успешно богатыми и, допустим, бедными очень большая. И в этих условиях, вот в семье, давать соответствующее воспитание и объяснение, почему так. Почему так? Вот это серьезный вопрос. Вот этот вопрос, это вообще, знаете, что вот когда вот идет ломка, вот эти проблемы, которые в свое время Европа пережила, к сожалению, мы, наверное, впереди это у нас. Вот когда после закончилась война, послевоенное поколение, люди, которые, мировая война, я имею в виду, вернулись с фронта разные, в том числе и у нас, и здесь радовались любому позитиву. Отменили карточки – хорошо. Так сказать, появились товары – хорошо. И так далее. И все это шел какой-то позитив. То же самое в Европе. В Европе тоже прилетели. И вот они, когда восстанавливались, та же Германия, та же Франция там, или Италия, все они жили в условиях достаточно сложных. И вдруг начался процесс материального благополучия, то есть изменилась система координат, когда люди делали себе карьеру. И вот молодежь, которая, вот наша примерно сейчас такая, не знала всех этих проблем. Она не виновата в этом, нельзя ее ругать. Но система координат изменилась. И вот здесь начинается вот этот конфликт поколений. Ну, потому что мои родители, например, считают, что, в общем, благодаря Путину мы стали жить хорошо, просто связывают, да, события 90-е, разруха, сейчас хорошо, и зачем его менять, пусть хоть так вот будет спокойно. В принципе, придет время, я думаю, что это само собой произойдет, но на данном этапе реально кто бы хотел. Фейки всякие появляются, типа
Собчак, Ксюша, но это уже фейки. Что значит фейки? Что вы имеете в виду? Это просто вранье, которое придумывают. Я знаю, что некоторые политтехнологи, которые работают в том числе в аппарате администрации московского президента, в смысле президента Путина, они активно это используют. И помню в свое время, когда они пришли к нам, приехали оттуда вместе с Хамитовым в свое время, они активно вот эту фейковую тактику использовали. Когда запускали какую-то чушь в информационном плане, потом сами же ее опровергали, и были все белые, пушистые и в шоколаде. Вот как мы здорово работаем. Мне кажется, в наше время вообще очень трудно выдвигаться на пост президента и остаться в этом плане не обвиненным в том, что ты работаешь на Кремль. Обязательно скажут, что это такая многоходовочка Кремля. В этих смыслах, понимаете, у нас все, что угодно скажут про любого, и говорят, и все это дело. Другое дело, что надо смотреть реально вещи. Вот реальный политик – это не слова. Это всегда дела. Человек много говорит, а что ты сделал? То здесь можно сразу сказать. Подождите, а как человек может что-то сделать, если у него еще нет реальной власти в руках? Он может подготовить программу, потом начать эту программу воплощать в жизнь. Вопрос и люди, если он будет ее воплощать не так, как обещал, могут с него потребовать. Ему надо поверить, его надо убедить, ему надо доказать. Политика вот как раз про это. Разве нет? Здесь у нас, к сожалению, таких людей, которые в состоянии убедить и доказать, пока не так много. Мы сейчас прервемся на московские новости. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Сергей Лаврентьев, экс-ректор Башкирской академии государственной службы и управления при президенте РБ, кандидат исторических наук. Можно присылать вопросы. +7 927 304 10 51. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы». В Москве 13 часов 30 минут. Новости на Эхе. Мемориальная доска памяти Бориса Немцова появилась в Москве по инициативе жителей. Ее установили на доме номер 3 на Малой Ордынке. На доске написано: здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы. Об этом нам сообщил журналист Сергей Пархоменко, который присутствовал на открытии мемориала. Большой драматический театр имени Товстоногова запустит в новом сезоне просветительскую программу для сотрудников правоохранительных органов. Художественный руководитель театра Андрей Могучий сказал, что много раз лично сталкивался с тем, что силовики не знают фамилии современных деятелей культуры, и пришло время повысить их компетентность. Подросток, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, сожалеет о содеянном и просит прощения. Об этом сообщил его адвокат Виктор Запруцкий. В Басманном суде Москвы сегодня решается вопрос о мере пресечения. Следственный комитет просит арестовать школьника до 5 ноября. Напомню, ему инкриминирует хулиганство. Инцидент произошел 5 сентября. Ученик 9 класса открыл стрельбу из пневматического оружия в классе и разбросал дымовые шашки. Он также нанес травмы своей учительнице кухонным топориком. В итоге пострадали 4 человека. Премьер-министр Японии Синдзо Абе призывает как можно скорее заключить мирный договор с Россией. Готов ли Токио при этом отказаться от претензий на Курильские острова, он не уточнил. Мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Преодолеем же все трудности. Оставим молодым людям следующего поколения мир, в котором два государства, Япония и Россия, смогут в полной мере раскрыть свой потенциал. Давайте все мы, японцы, россияне, будем работать вместе, рука об руку, чтобы открыть новую эпоху, новую эру российско-японских отношений. Хочу призвать вас всех к этому. Синдзо Абе констатировал, что за последний год отношения России и Японии заметно улучшились. В свою очередь, Владимир Путин предложил японскому премьер-министру повысить в должности министра, который отвечает за сотрудничество с Москвой. Правительство Нидерландов обязано принять меры по улучшению качества воздуха в стране. Это постановление окружного суда Гааги. Он поддержал иск экологов и нескольких десятков голландцев. План должен способствовать улучшению качества воздуха в тех районах, где он загрязнен сильнее всего. На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка, за которой могут последовать новые, предупреждают специалисты. Наблюдавшийся взрыв был зафиксирован вблизи линии Солнца-Земля, откуда воздействие светила на планету является максимальным. Вспышка привела к ухудшению связи в Европе и Америке. Кстати, некоторые эксперты считают, что она может стать причиной даже полярного сияния, в том числе в московском регионе.
О погоде в Москве. Сейчас плюс 16 градусов, давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 69%. Ночью обещают плюс 9-11 градусов. Завтра днем плюс 15-17, местами кратковременный дождь. Ну и напомню, официальный курс доллара на завтра 57 рублей 14 копеек, евро 68 рублей 24 копейки. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. В конце недели днем на «Эхе Москвы» в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Загрязнение. Басранау. Загрязнение воды. Хаудан басранауа. Загрязнение воды. Хаудан басранауа. Информация о загрязнении питьевой воды оказалась ложной. Эсер хаудан басранауа хакында мәгълүмат яңылыш булып сыкты. Информация о загрязнении питьевой воды оказалась ложной. Эсер хаудан басранауа хакында мәгълүмат яңылыш булып сыкты. «Эхо Москвы» в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Мы продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня у нас в гостях Сергей Лаврентьев, ректор Башкирской академии государственной службы управления при президенте РБ в период с 2011 по 2016 годы, кандидат исторических наук. Это прямой эфир, поэтому можно присылать вопросы. Номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Мы до перерыва на «Московские новости» с вами начали говорить о теме предстоящих президентских выборов. Вы сказали, что Ксения Собчак – это возможный фейк, насколько я вас понимаю. А вот еще одна женщина тоже, говорят, может стать кандидатом на пост президента. Это Руфина Шагапова, депутат Курултая, заместитель председателя партии «Зеленые». Ну что вы так сразу смеетесь? Нет, я не то, что смеюсь. Я просто понимаю прекрасно. Я знаю Руфину Шагапову, я к ней с большим удовольствием и уважением отношусь за то, что она зеленая, что она занимается экологической ситуацией, пытается ее решить. Но тем более она юрист, она действительно может с юридической точки зрения многие вещи полезно дать советы для их решения. Все это замечательно. Но если она пыталась стать депутатом Госдумы, не получилось на последних выборах, потому что не поддержали ее избиратели. Я думаю, что надо начинать все-таки поэтапно как-то. Подтвердить свой мандат на выборах депутатов Госсобрания, да, более широко уже идти на эти выборы. Вот здесь я думаю, что партия «Зеленых», она может кого угодно, пока не было официального съезда, когда начнется его движение, они наверняка тоже кого-то выдвинут для того, чтобы закрепить в сознании, что такая партия есть. А многие будут выдвигаться и старые, и новые, но в основном как старые. Это будет Жириновский, это будет Зюганов, это будет все повторяться, так сказать, одна и та же пьеса с теми же самыми актерами. Кто-либо, Навальный это новый, но, скорее всего, это фигура, уже сегодня можно сказать, что не выйдет у него. Это почему? В двух словах. Потому что он не является сейчас носителем
что ли, ну, всего комплекса идей, которые беспокоят людей. Ну, а разве может быть один человек носителем всего комплекса идей? Невозможно же угодить всем. Ну, здесь вот есть проблема, конечно, я согласен, но не получится. Путин тоже не всем угождает, например. Ну, далеко не всем. Но он и не может быть угождать всем. Ну, да если... любой человек, который занимает ответственную должность. Если мы рассмотрим его в качестве кандидата в президенты, Путин же тоже явно не будет отвечать интересам всех слоев населения. Он будет опираться на какие-то определенные, ну, как думаю, и Навальный. 70% населения. Серьезно, вы думаете, что реально 70%? Это реально. Абсолютно. 70% населения за него проголосуют с удовольствием. Ну, с удовольствием, это вопрос другой. Вот, но вопрос проголосуют. Важный. Понятно. А почему вы думаете, что, в общем-то, Руфина Шагапова это что-то такое типа фейка? Зачем это надо я вообще? Здесь, как зачем надо? Как говорится, любая информация, любой скандал – это реклама. Для него? В данном случае это для любого. Вот. Это в данном случае я не думаю, что это какая-то... Она сама выдумала это, может быть, она и сама-то не знала. Ну, говорит, что знала, говорит, что обсуждали с ней это в партии еще летом. Ну, значит, вот уже это хорошо. Она сама подчеркивает свою значимость, не стесняется об этом говорить. А если я бы постеснялся. А если говорить о теме вообще женщин в политике, периодически возникают какие-то заявления, ну, например, Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, высказывал, что нужно активнее привлекать женщин в политику. Вот даже есть мнение о том, что нужно, например, какие-нибудь квоты вводить в законодательных органах, на то, что вот определенное количество женщин должно быть представлено. Считаете ли вы, что нужно как-то сегодня специально мотивировать женщин идти в политику? Я считаю, что это нужно. Это непростой вопрос. Вопрос квотирования – это не наше изобретение, это изобретение европейских социал-демократов. В Европе давно, когда социал-демократы идут на выборы в Германии, в той же, хотя сейчас они там не являются правящей партией, или, допустим, в Швеции, там всегда есть квота для женщин. Для женщин, молодежи. Они все квотируют, особенно когда у них голосование списком. Там все сбалансировано. Это вот опытные, молодые, которые должны набираться опыта, это женщины и так далее. Всегда. И количество мест в министерствах, в правительстве тоже квотируется, что они должны занимать женщины. Потому что это, где могут женщины научиться реально, ну, потому что это такая, что образование, семья, потом дети, потом как-то это... Тем более, если ты будешь заниматься только политикой, то и семья у тебя может не такая, женщина тоже это не совсем женщина. Я так думаю. Конечно, критерии женственности. Нет, ну даже не женственность, но просто она не сможет вещи, как в свое время. Он говорит, ты знаешь, вот мне один мой в какой-то полемике, он сказал, что не надо слушать кастрата, рассуждающего о любви. Он не сможет тебе все сказать, что это такое. Вот поэтому здесь, я думаю, что это тоже важно. Вот это квотирование – это серьезный вопрос. Это, в принципе, должны сильные партии этим заниматься. Вот сейчас коммунисты, по крайней мере, они уже определили вроде свою... Там у них есть и молодежь, и женщины интересные. Зюганов пытается как-то их вроде поднять, не задавить. Но сам только не сходит с пьедестала. Сам все-таки он доминирует, давит. И даже видно визуально, когда он прям нервничает, когда рядом кто-то говорит не хуже его. Это точно есть. Вот, поэтому женщины, это, я думаю, что это да. И, кстати, в России имеет опыт правления достаточно просвещенного. Вот, я думаю, что все вот эти... это звенья даже, может, какой-то цепи, когда вот эти сериалы про Екатерину, это некая подготовка общественного мнения, что это еще не совсем плохо. Потом то, что у нас, кстати, в отличие от Англии, Маргарет Тэтчер у нас страшно любили. За ее хозяйский вид, за ее сумку, за ее то, что она бегала там по супермаркетам в Нижнем городе и мороженых кур там смотрела, как они, что вот, мол, вот хозяйка. А в Англии-то ее не шибко-то ведь любили. Там всем другие критерии. Хотя там есть королева. Вот, и в принципе, и королеву любят там и так далее. Тэтчер это была немножко из другой оперы. То есть вопрос этот правильный, и нам нужны, и очень важно таких, и они есть. В реальности они есть. Потому что есть такие, вот сейчас посмотришь Думу, ну иногда просто оторопь берет. Я вот, допустим, со страхом подумал бы, если вдруг Яровая стала претендовать на должность президента России, это же ужас. А Поклонская как вам? О, нет, это
тоже это абсолютно, во-первых, молодая, во-вторых, так и что? Политик – это человек, который понимает цену компромисса. А это только с возрастом можно научиться понимать? Это может быть и не с возрастом, это с опытом. Вот. А здесь взять на себя и как трактор, так сказать, с портретом Николая II, с великомученика, ну что это? А вот, кстати, по поводу женщин в политике еще одно замечание хочу сделать любопытное. Мы тут проводили на эхе Уфимском голосование. Готовы ли вы проголосовать за женщину в качестве главы республики, если бы вдруг у нас была возможность выбирать? У нас достаточно большой процент, а все-таки большинство проголосовали, по-моему, за то, что готовы, но большой процент высказались за то, что не видят женщину в качестве главы республики. При этом мы устраивали такие, знаете, шутливые выборы главы республики, и у нас победила Эльвира Набиуллина. Совершенно неожиданно, например, для меня было 5 кандидатов мужчин, и она вдруг вообще с очень большим отрывом у нас вырвалась вперед. Вот, казалось бы, да, в Башкортостане и вот во-первых, она землячка, она все-таки уфимская, окончила уфимскую школу, и это что сработало. Во-вторых, то, что она занимается грамотно деньгами, потому что многие, в том числе и мужчины, они как-то отдают приоритет женщинам, когда они занимаются деньгами. Это они лучше считают и экономят лучше, вот, хотя не всегда. Вот. Этот момент, ну и плюс она еще ведь ведет соответствующим образом. Ее никогда не видно, чтобы она была... Она всегда очень достойно выглядит. Я напомню номер для СМС-сообщений +7 927 304 10 51. Хочу еще ряд тем с вами успеть. Но вот мы говорили уже, да, про вопрос, так скажем, национальный, и немножко с другой стороны хочу к нему подойти. Есть такая организация на территории республики, она действует, Башкорт называется. Вот они как раз хотят митинг за обязательное изучение башкирского языка провести 16 сентября. Они тут провели акцию, повесили флаг Башкортостана у Конгресс-холла. Флаг где-то неделю, наверное, провисел, даже меньше, и его сняли. Возмутились этим очень активисты и говорят, что... месте они вывесили? У Конгресс-холла, там вот где вот эти стяжки есть. В общем, они специально и рассчитаны на флаги. Да, и там висел только флаг российский триколор. Они повесили еще флаг Башкортостана. И флаг в итоге сняли, активисты очень этим возмутились. И мы сегодня утром рассказывали про эту историю, и еще одну историю тоже осветили. Это уже из Стерлитамака. Там местный житель обратился в полицию и написал заявление на башкирском языке, его не приняли. И, в общем, он полгода в суде пытается доказать, что полиция была не права. Вот мы задавали такой вопрос нашим радиослушателям, и я хочу задать его вам. Вот подобные методы отстаивания своих национальных прав, вот они у вас скорее симпатию вызывают? Вы сочувствуете, так сказать, этим людям? Или вам кажется, что это немного деструктивно? Знаете, дело, это, скорее всего, было специально сделано. Этот человек наверняка говорит по-русски и пишет. Вот. Но доказать, что не де юре написано, что он язык башкирский. Вот, например, если бы этот человек оказался, совершил какое-то правонарушение и сказал, что я могу давать показания только на башкирском языке, нашли переводчик. Сколько угодно. Это были случаи, когда прибыли, даже здесь совершали граждане других государств или других республик, узбеки там, или еще такие, разные, находили. Для того, чтобы... И здесь тоже это неправильно. Вот то, что не приняли заявление, это неправильно. Потому что, понятно, он устроил некий демарш, безусловно. Это демонстрация, безусловно. Но и здесь надо было в соответствии... Это спокойно надо делать. Принять заявление, перевести его, заверить его соответствующим образом, что специалисты его грамотно перевели, чтобы вас потом не обвинили, и принять по существу. И обратный процесс, что нет там специалистов, которые могут с ним беседовать, есть, тем более в Стерлитамаке. А что, назло сделали? Я не знаю, здесь просто не подумали. Они не подумали, что это не причуда больного, а политический демарш, который может иметь какие-то политические последствия, резонанс. Резонанс, вот вы же даже об этом говорите, это же резонанс. Вот. И вот когда вот люди, которые у разной власти на уровне муниципальной, вдруг они не понимают, что после каждого их решения возможен быть политический резонанс, надо всегда об этом думать.
То, что касается флага Башкортостана. Флаг здесь я вообще не понял, зачем его снимать. Можно было рядом вывести еще раз российских или два. Какой проблема-то здесь? Можно было снять тот и за государственные деньги повесить другой, да? Можно даже больше. Я вот одно время очень сильно наблюдал, на гостинице «Шаратон» все время висит российский флаг. Обращали внимание, наверное, если вот здесь по Заки-Валиди? Много где висят флаги. Вот, много. Но он чем отличался? Он был больше всех. Я потом, видимо, обратили внимание и сказали, как-то это, есть какие-то стандарты. И вот сейчас я наблюдаю другую. Он выше всех. Там такой флажок. Соревнование в патриотизме, да? Вот. Что такое? К флагу вообще нужно относиться... У нас немножко нет этой практики. Вот в Европе, например, в каком-либо городе маленьком, столичном, там всегда есть, допустим, в Турции это очень сильно, допустим, в Болгарии я вот это наблюдал, в центре есть большой флагшток, где вывешен флаг города. Где-то на другой площади флаг Евросоюза, вот этот знаменитый. В Баку, вот этот сейчас замечательный совершенно город, у них есть флаг Сквер. Специальный монумент, он выше всех зданий, прямо на полуострове, который выдвигается, там, сказать, в море, а там ветер же, Абшерон, и там он очень красиво смотрится. Он очень большой и очень красиво смотрится. Поэтому флаг, нужно и российский флаг, и башкирский флаг, их надо пропагандировать, но надо делать это с любовью, не делать их, хотя они всегда бывают предметом каких-то политических акций, флаг – это всегда политическая демонстрация. Его поднимают во время победы, его, к сожалению, так сказать, могут надругаться в результате каких-то негативных политических акций, поэтому надо к нему формировать, воспитывать уважение. И когда башкирский флаг, официальный флаг республики, зачем его снимать? Вывесь действительно рядом флаг, они же не флаг Грузии повесили, или Азербайджана, или, не дай бог, там, кого там можно здесь, Соединенных Штатов. Не дай бог, действительно. Вот. Это все-таки, я думаю, что это те, кто это сделал или не объяснил, потому что если флаги надо периодически менять. Когда они уже, природа, она делает свое дело, дожди, это самое, и вдруг это там порвано, или, так сказать, стерто, или есть еще какие-то дефекты, то, конечно, такие флаги надо менять. Давайте еще несколько тем постараемся успеть. Хочу про Игоря Изместьева вас спросить, бывшего сенатора от Башкирии. Наверное, слышали, что сейчас просят его помиловать. Правозащитница Людмила Алексеева подала прошение Путину. И Константин Борисович Толкачев, председатель Курултая Республики, это прошение подписал. То есть со своей стороны написал еще обращение. Для вас это ожидаемый шаг? Честно говоря, нужно как-то... А чем они руководствуются? То, что там его незаслуженно осудили или что? Вот вы знаете, я не видела этого обращения Константина Борисовича Толкачева. Оно не опубликовано. Просто Людмила Алексеева упомянула, что в пакете документов есть это обращение. Но вчера у нас был в эфире депутат Курултая Рамиль Бигнов от партии «Единая Россия», который сказал, что он поднимал этот вопрос еще год назад на заседании фракции «Единая Россия» и готов и сейчас продолжать этой темой заниматься. Вот он сказал, что считает, что Игорь Изместьев уже понес наказание, отсидев 10 лет, и что его, по мнению личному Рамиля Бигнова, незаслуженно обвинять в таком количестве преступлений, что он не мог столько совершить. Там не важно, там даже если одно убийство, мне кажется, это достаточно. Что там он должен быть? А там же его обвиняют, видимо, в этих вещах, что какая-то группировка, ОПГ там, и так далее. Это очень серьезные вещи здесь. Вот. Я понимаю, что когда он незаслуженно, вот как в свое время говорили, что его стали преследовать, потому что у него дача была чуть ли не напротив дачи Путина через какое-то озеро. И шумная музыка, которая периодически там якобы вызывала раздражение, и это вдруг, за это там могли его что угодно там сделать, но не убийство же на него вешать. А вы помните вот то время, когда Игоря Изместьева обвинили, что тогда, какое было вообще мнение о нем здесь в республике, что тогда говорили? Он же, во-первых, он же был членом там Совета Федерации, представлял
мне кажется, даже Госсобрание. Я даже видел его на заседании Госсобрания, он вручал какие-то награды там этого на Совет Федерации, там он был известный такой политик с достаточно активную публичную сферу он представлял, и деньги там на что-то, там благотворительность какая-то у него была. Но вот эти все вещи, которые связали с его именем, значит, надо, по большому счету, надо, так сказать, рассматривать заново. И просто снимать это обвинение. Как можно сидеть, жить вообще с таким обвинением? Поэтому я вот представляю, что здесь все-таки есть вопросы, может, они, конечно, больше знают, они лично знакомы, наверное, Бигнев и Толкачев, конечно. Вот я нет, но со стороны вот позиции обыкновенного обывателя, как человек, который, тем более в нашей, где-то, может быть, он и не знают его столько, и не писали, но здесь же писали столько об этом. То есть в случае его помилования у людей возникнет вопрос, почему человек, осужденный на пожизненный срок, что он один, что ли, это? Значит, у нас там есть и другие. Их тоже давайте это помилуем. А здесь вы видите, что, скорее, политику или правозащиту, это вообще история о чем вот сейчас? Здесь, если, значит, Людмила Алексеева, я думаю, что все-таки здесь правозащита. Она считает, видимо, что это не сфабрикованное дело, незаслуженно и так далее, но это надо доказать. У нас буквально 5 минут осталось с вами. Я вас не могу про ливень в Уфе не спросить. В общем, говорим мы уже с момента этого происшествия тут каждый день об этом. Разные мнения. Кто-то говорит, это все стихия, кто-то говорит, что это плохое администрирование города. Наши радиослушатели вообще в подавляющем большинстве винят во всем администрацию города. Вы как считаете? Легче всего. Легче всего, конечно, это сделать, во всем обвинить администрацию. Я имею в виду из тех, кто проголосовал у нас, конечно же. Вот я думаю, что это совершенно неправильно. Это было уникальное, в 150 лет впервые такое мощное природное явление было. Я сам оказался в центре вот этого явления. Вот, хотя утром, уходя, так сказать, по делам, внимательно зашел на компьютер, будет дождь и сильный, там было подчеркнуто сильный. Нет, я думал, что я успею, все прочее. Там это же, как всегда, неожиданно. Вот, все, что я видел, это, конечно, было... что меня поразило? Это какая-то категория, наверное, людей, которые может обвинять, но, тем не менее, основная масса уфимцев совершенно нормально перенесла это явление. У нас особенно никаких нет ни разрушений. У нас есть погибшие. Это случайно никто не знает, от чего это он погиб. Какое-то разрушенное здание, черепно-мозговая травма. Не разрушенное здание, его нашли на улице, и по предварительной версии его потоком воды сбило с ног, и он утонул. Это тоже, наверное, возможно. Такие вещи-то были. Меня больше поразила ситуация, когда там коляска с ребенком, чуть ли не, вот это было, слава богу, уфимцы, прохожие, все, кто увидели, сделали все, что нужно, чтобы не допустить этих вещей. Но то, что это все реально, то, что ливневка в городе не справляется, это точно. Ее просто, уж не такого ливня, он просто не справляется. Вот. А здесь, похоже, это будет и дальше продолжаться в связи с климатическими изменениями, как показывает практика этого года и других территорий, в том числе и Москвы и так далее. Поэтому надо самым серьезным образом не ожидаться повторения, пускай не такого мощного, но тем не менее заняться вот этими проблемными местами. Город же у нас сложный. Вот. Если ты на горе, это одно, а, так сказать, все вот эти низкие части, они же как раз потапливаются, затопляются. И поэтому все города, которые на семи холмах, и Рим, и Москва, и так далее, они сильно страдают в таких случаях, когда, так сказать... Вот по вашим ощущениям, скорее всего, администрация здесь города найдет выход из этой ситуации, учтет ошибки и что-то будут предпринимать? Конечно, я думаю, что будут предпринимать, что обязательно все здания, которые находятся в условиях возможного подтопления, должны быть какие-то антиливневые, так сказать, барьеры. Это все делается для того, чтобы поток воды, его же не каждый день, чтобы это все можно было использовать. Потому что когда торговые центры заливают, государственные учреждения, Росреестр заливает, вот. Тем более, когда размещали этот Росреестр, там же сразу было видно, что это подвал. Причем подвал на 2 уровня ниже уровня моря, как говорят. Это же
Хотя не первый раз там это случалось, там уже в мелких масштабах, но это было. Поэтому здесь как не только город, потому что город – это город, а там же все, кто отвечает за строительство, то надо, например, очень жестко смотреть на нормы. Когда противоливневые, против вообще всех разных ситуаций, нужно, чтобы были какие-то специальные меры предприняты, защищавшие людей. Это было мнение Сергея Лаврентьева. Сегодня он был гостем программы «Персонально ваш». Напомню, Сергей Лаврентьев, бывший ректор Башкирской академии государственной службы и управления при президенте республики, кандидат исторических наук. Спасибо большое, что к нам пришли. Всего доброго. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.